Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Когда выстрелы звучали в честь свободы. В 29-ю годовщину Дня освобождения столицы в Парке Славы состоялась церемония возложения. Награды находят героев. Союз добровольцев Карачаево-Черкесии подготовил медали для ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Единовременная поддержка и ежемесячные выплаты семьям павших и раненым на Донбассе. Кабинет министров Абхазии принял решение. 27 сентября – День освобождения столицы Абхазии. 407 дней город был оккупирован войсками Госсовета Грузии. Операция по освобождению Сухума длилась 11 дней. В историю Отечественной войны народа Абхазии эта боевая операция вошла как битва за Сухум. 27 сентября 1993 года в 10:30 началось освобождение Дома правительства. В 15:30 он был уже освобожден. Кабардинские добровольцы Аслан Абаев и Азамат Хагажеев водрузили над Домом правительства государственный флаг Республики Абхазия. Абхазские войска в ходе Сухумской наступательной операции разгромили второй армейский корпус противника, захватили много трофейной боевой техники. Столица Абхазии была полностью освобождена от грузинских войск. Освобождение Сухума предопределило исход войны. До победы оставалось 3 дня. Президент Аслан Джани поздравил народ республики с Днем освобождения столицы. В поздравительном адресе, в частности, говорится: «Благодаря вашему мужеству, храбрости и самоотверженности Абхазия идет по пути развития как независимое государство. Мы преклоняемся перед памятью павших. Их имена навеки вписаны в историю Абхазии». Спикер Народного собрания парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба поздравил соотечественников с Днем освобождения Сухума. В поздравлении, в частности, говорится: «Мы помним всех, кто освобождал Сухум, и никогда не забудем всех тех, кто отдал за это свою жизнь. Наша память о подвиге героев-освободителей живет в названиях сухумских улиц, носящих их имена, увековечена в памятниках и на мемориальных досках. Низкий поклон всем ветеранам за победу». Когда выстрелы звучали в честь свободы. В 29-ю годовщину Дня освобождения столицы Абхазии в Парке Славы состоялась церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Почтить память погибших пришли президент Аслан Джани, вице-президент Бадр Гунба, спикер парламента Лаша Ашуба, премьер-министр Александр Анкваб, руководитель администрации президента Джансух Нанба, секретарь Совбеза Сергей Шамба, депутаты парламента, члены правительства, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, посол Осетии в Абхазии Олег Бацеев, ветераны войны и родственники погибших. Тему продолжит Анастасия Никонова. 29 лет назад, 27 сентября 1993 года, столица Абхазии была освобождена от грузинских захватчиков. В 15 часов 30 минут абхазские бойцы водрузили флаг республики над зданием Совмина. Стрельба в этот момент символизировала не войну, а победу над врагом, вспоминает военная медсестра Зерафина Дябжба. Я так рада была. Первым долгом я забежала к себе домой, посмотрела, правда, ни дверей, ни окон, ничего не было, но я рада была попасть в свой дом. Поздравляю наш народ. Я горжусь нашим народом. Большое терпение, и все будет хорошо. Освобождение Сухума было предвестником победы, отмечает ветеран Лариса Тарба. Она вместе с бойцами была недалеко от Совмина, когда столицу заняли абхазские войска. Этот праздник был со слезами на глазах, делится воспоминаниями защитница Родины. В этот день хочется поздравить народ Абхазии с Днем освобождения Сухум. Это было праздник со слезами на глазах, и мы поняли, что победа наша. Единственное, была большая горечь потерь, что наши ребята погибли за свободу Абсны. В наше время не должны забывать это, чтить их и преклоняться перед их памятью. Низкий поклон матерям, которые воспитали героев. Победу принесли те, кто сложил свои головы, но и мы тоже сделали свой вклад. Дай Бог мира, добра и процветания нашей Абсны, и вообще, чтобы мир был на всей планете, чтобы никогда не было войны. 16 августа 1992 года, на второй день после начала боевых действий, погиб 22-летний защитник Абхазии Тимур Хонелия. Его мать Надежда Хонелия после гибели сына вместе с супругом, найдя в себе силы, прошла всю войну.
День, когда она узнала, что сына не стало, вспоминать тяжело, но она все же рассказала о событиях 92 года. Моего сына на второй день войны убили. Я из Ачимчири прибежала сюда искать его, где он, что он. Я готова была в ихнее логово пойти, в ихний штаб пойти, лишь бы узнать, где, что, не знаю. У меня такая сила была. И когда я в республиканскую больницу пришла, обошла, нигде ничего не нашла. При выходе меня окликнула медсестра. Вы знаете, говорит, здесь вырыли большой котлован. И сейчас в морге, что находится, человек 50, их сейчас всех сгрузят. Пойдите, говорит, туда. Может быть, там. Когда я зашла в этот морг, я сына сразу увидела. Я скомандовала, ну давайте, я говорю, мне скорую, я заберу его. А сотрудники говорят, а вот этого мальчика тоже возьмите, его привезли вместе с вашим сыном. А я посмотрела, он до такой степени был обезображен. Я не узнала его, это, оказывается, племянник мой. Хорошо, я говорю, грузите. А вот этих двоих тоже, говорит, возьмите. Это в Ачимчирскую сторону, туда, село Беслахуба, Паквеш, родители. Сейчас, говорит, все сгрузят, родители не найду остатки своих сыновей. Этих тоже я взяла. И чуть-чуть мы отъехали от этого морга. И я позвонила сестре. Она спустилась с многоэтажки. И когда подошла до морга, она как закричала. Это, говорит, мой брат, родной. Что они с ним сделали? Они обезобразили так. Я, говорит, не могу узнать его, но это мой. Ежегодно 27 сентября в Парке Славы, где покоятся защитники абхазской земли, проходит возложение цветов. Ветераны ОВНа, первые лица государства, чиновники, депутаты парламента, общественность, школьники нескончаемым потоком идут к мемориалу славы склонить головы перед погибшими бойцами. Шакаламла турыханызцас шишыпсала гумшаразырпшвас Доухала анчаимчала хайтоала башка хатсадза Ясно, я идяханза, я чуша сердца кашара. Анастасия Никонова, Саида Гухава, Абазатова. «27 сентября в Москве в рамках встречи министра иностранных дел Республики Абхазия Инал Арденба с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым состоялось подписание соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. В ближайшее время будет запущен механизм упрощенного получения российского гражданства для граждан Республики Абхазия. Здравствуйте. Уважаемый Инал Булатович, мы рады вас видеть в Москве для того, чтобы провести очередную встречу
на уровне глав внешнеполитических ведомств Российской Федерации и Республики Абхазия. У нас регулярный контакт. Встречались в декабре прошлого года, очень полезно поговорили. Ну и сегодня хорошая возможность посмотреть, как реализуются договоренности наших руководителей. И в частности, программа инвестиционного сотрудничества была не так давно одобрена на 23-25 годы. Готовятся заседания межправительственной комиссии в ноябре. Долго они не встречались в очном формате, но сейчас эпидемиологическая ситуация позволяет. И, как я понимаю, ждем нового председателя вашего национального собрания, господина Ашубу, в самое ближайшее время. Все это, по-моему, с продолжением сотрудничества и в экономической сфере, и в сфере туризма. Мы рады, что туристический поток растет, помогает развивать и Абхазию, и наши отношения. И сегодня также, надеюсь, обсудим международную обстановку. Мы ценим вашу принципиальную позицию по тем вопросам, которые связаны с возникновением кризиса вокруг Украины. Будем поддерживать расширение ваших международных контактов. В марте состоялось взаимное признание между Абхазией, Донецкой Народной Республикой, Луганской Народной Республикой. Развиваются ваши связи с Сирийской Арабской Республикой, другими странами. Так что будем всячески оказывать в этом вам поддержку. Ну и сейчас подпишем договор о предоставлении двойного гражданства, что тоже пойдет на пользу нашим гражданам и России, и Абхазии, и будет способствовать развитию контактов между людьми. Еще раз добро пожаловать, очень рад вас видеть. Спасибо большое. Уважаемый Сергей Викторович, рад возможности нашего общения. Вы правильно подчеркнули, что укрепляется нормативно-правовая база прежде всего. Это соглашение, это, мне кажется, это очень важный шаг, очень важный этап в укреплении наших отношений. У нас очень ждали его. И та процедура упрощенного получения российского гражданства для граждан Республики Абхазия, это действительно многое значит. Встречаемся с вами в непростое время. Россия сражается с глобальной несправедливостью, с такой международной дисгармонией. Мы видим, как себя ведут институты глобального управления, которые находятся под влиянием коллективного Запада. К сожалению, не уважают и не признают голос малых народов. И мы во всем, что сегодня происходит, видим такую серьезную задачу формирования более справедливого миропорядка, где права малых народов будут уважать их историческую судьбу, самобытность. Для нас это очень важно. Наш народ в такой тяжелой борьбе, страданиями завоевал право на независимость. Сегодня у нас День освобождения столицы. 30 сентября у нас будет День Победы. Это такие важные вехи в нашей истории. И мы вам говорим большое спасибо за поддержку. Спасибо за приглашение и за возможность общения. После выпуска смотрите в нашем эфире комментарии на Алла Арзен по каналу «Россия-24» по итогам подписания соглашения в Москве. Президент Абхазии Аслан Бжани встретился с представителями Федерации абхазских культурных центров в Турции, руководителем Федерации Муратом Махари, главой Совета старейшин абхазской диаспоры Турции Имитом Атейба и его заместителем Билентом Авицба. Президент предложил гостям обсудить, что и как надо сделать, чтобы связи между абхазской диаспорой и исторической родиной еще более крепли и развивались. Глава государства выразил готовность ответить и на вопросы, которые могут волновать абхазскую диаспору. بزاف عبد حشترا براسي غوركت يكشف دروي بشيخنا حدو حتنا كلاك يد حلو برينها ابريام شز حتنا كلاك ترتن اغي انبي هاي مدرا حشت تركتوين خو ربسات جيل شبسات جيل هتشوفوا هاي غوركت يزيج حرقوارو ويا اخوي هذه حسن زواج بلدي بول İstanbul Rıbşara Hazreti Zay Hapça Hazreti Zege Yelçena Selam Hazreti Rımştoga Rıdhan Hulvay
آسان وحزرجا هوجس هارجي يخبره هاي ببر أنا يخوت كوال خط هاي هو هاي ببر هاي هو هو حيزشا هاي ببر أنا يلح كرزعته ويحته وحزن شر شيوخه هي سخنة يقحتا حالة شجنة حيزا يحته خوال حقه يحقورت خوال حقه شا بس خمپدا ويزا سавера саргиса зхрёб сара хаштва трактулен хор тагла сааче симшаги сашлом хау яхин зал шо анзе издырвает тагла зааче ико проблема по айхтера куйшумо урциге раз аймадара хабжоб хатарна кисимша яхзете хот кипх Куранги абот убран пивает проблема как бзень ахтырует нас еще псадгил хапсадгил ахцейт псадгил что ико проблема как гифдирва заракхаб шкуана гарик хдрва зарахтахуб стара куркан убран переза савера сасхёб паратахума. Президент Аслан Бжаня провел накануне совещание по вопросам международной обстановки, на котором обсуждались текущие вызовы и методы реагирования на возможные провокации. Смотрите видеоотчет совещания, подготовленный пресс-службой президента. Хахайкушара Сарапок Юрискуп Атулах Чарагана Хала нас и Тиги проблему. Вы знаете о том, что недавно мы провели Совет Безопасности. Вы знаете о тех проблемах, которые имеют место быть вокруг нашего государства. Знаете о тех процессах, которые происходят на территории Украины. Конфликт приобретает еще более сложную форму. Принято решение о частичной мобилизации. В настоящее время проходит на территории независимых республик референдум о присоединении к Российской Федерации. Скорее всего, в ближайшие несколько дней это станет реальностью, и мы будем иметь следующую картину, когда наш союзник ведет боевые действия уже полноценные с противником. К этому все идет. Поэтому нам необходимо прежде всего для обеспечения безопасности нашего государства, нашего населения провести соответствующую работу. В настоящее время речь будет идти о мобилизационной работе. К этой работе должны быть подключены органы местного самоуправления. У нас есть там проблемы руководителей районов и городов. Статистика у нас тревожная. Необходимо будет эту работу поставить на первый план. Вот есть определенные плановые показатели, которые периодически не выполняются. Необходимо будет на местах расположения воинских частей руководителям районов часто появляться. Необходимо будет обеспечить некое шефство над ними. Необходимо будет наладить работу с резервными бригадами. Необходимо будет наладить работу военных комиссариатов и многое-многое другое. Перечень вопросов вам будет передан. Вы этот перечень вопросов получите. Часть работы будет выполняться по линии Министерства обороны, будет уже создана рабочая группа. Все документы, поручения, которые будут проходить в плане обеспечения работы по мобилизации, должны быть, безусловно, выполнены. Это закон. Сказали, сделали. Будете изыскивать местные ресурсы, будем вместе решать проблемы. Но в голове нужно отложить, что это задача номер один. Мы определим фронт работ на местах. Нам необходимо усилить рубежи нашей обороны. Эти вопросы должны быть на повестке дня как вопросы номер один. Уважаемые коллеги, главы районов, вы как руководители можете прийти в воинские подразделения. Вам не нужно осуществлять инспекционную поездку. Для себя посмотреть. Нам тоже желательно знать правду. Есть еще такой процесс, как территориальная оборона.
До вас доводили эти вещи? Вы же знаете в рамках территориальной обороны, какие задачи вы должны решать. Вы нам помогите. Министерству обороны нужно помочь. Там тоже есть проблемы объективные, и есть еще и субъективные проблемы тоже. От субъективных проблем нам нужно уйти. Поэтому была создана рабочая группа. Подъезжайте, посмотрите, свои соображения изложите. Все, что будет происходить в районах, будет происходить по согласованию с вами, с вашим участием. То есть посещение частей, изучение быта, состояние вооружения, да и многие другие вопросы. Есть ряд аналитических документов, которые нам, как членам Совбеза, были розданы. Мы этими документами тоже воспользуемся. И не создавая там никаких проблем для текущего момента, будем вникать в то, как обстоят дела на местах. Будут изучаться вопросы кадровой политики, финансовые, вопросы снабжения, состояние дисциплины, призыв, уклонение от призыва, состояние в целом дисциплины воинской по всем частям. Думаю, что материал будет полезный, и для его собрать, изучить есть все основания. Много разных, Александр Георгиевич, разговоров о взаимоотношениях местных органов власти с Министерством обороны, о взаимоотношениях руководителей исполнительных органов власти в целом с Министерством обороны. Много там наносного вообще. Потому что когда начинаешь вникать в детали, видишь, что и органы местной власти этим занимаются, и у Министерства обороны неплохие позиции по контактам с исполнительной властью. Дело в другом. Очень часто в незнании материала вообще, к сожалению. Это самое наиглавнейшее проблема. Да. И начиная, как говорится, от лейтенантского корпуса и заканчивая командирами частей, в том числе и боевых частей. Есть проблемы, которые мы с вами решить сразу не сможем. Это невозможно. Что касается, Александр Георгиевич, снабжения армии, я в прошлый раз на Совбезе говорил о том, что бюджетное финансирование, оно было стабильным с 2013 года, и денежное довольствие никогда не задерживалось. Другое дело, каково соотношение сегодня в нашей армии младшего начальствующего состава и высшего начсостава. То есть какое количество офицеров должны, и генералов, и офицеров должны руководить нашими призывниками или контрактниками, если таковые будут. Вот тут нас, естественно, ждут, на мой взгляд, не очень приятные вещи, которые имеют место быть. В том числе мы достаточно много молодых людей послали учиться за все послевоенные годы в высшие учебные заведения по линии Министерства обороны. К сожалению, даже те такие выборочные изучения показывают, что не всегда мы, потратив на них значительный ресурс, российский и наш, не используем его так, как полагается. Такие проблемы есть. Премьер-министр Александр Анкваб провел встречу с делегацией правления Федерации абхазских культурных центров Турции. Стороны обменялись мнениями по различным вопросам жизни абхазской турецкой диаспоры, социально-экономической ситуации в стране и международного положения вокруг Абхазии. Представители Федерации выразили благодарность властям Абхазии за проявляемое к диаспоре внимание и готовность к продолжению активных контактов с Родиной. Граждане Абхазии с двойным гражданством и состоящие на воинском учете в Абхазии не подпадают под объявленную частичную мобилизацию в России, заявил журналистам спикер парламента Лаша Ашуба. Благотворительный фонд Владислава Арденба представляет цикл интервью, посвященных первому президенту Абхазии. Продолжает воспоминания о Владиславе Арденба ветеран Отечественной войны народа Абхазии, экс-председатель ЦИК Республики, экс-депутат Народного собрания Абхазии 6-го созыва Батал Тапагуа. Смотрите проект Владислав Григорьевич на База ТВ после новостей. В
Всем женщинам-инвалидам Отечественной войны народа Абхазии ко Дню Победы и независимости на их пенсионные счета будет перечислено по 5000 рублей. Об этом Апснепресс сообщил руководитель Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны Дмитрий Тарба. Награды находят героев. Союз добровольцев Карачаево-Черкесии подготовил медали для ветеранов Отечественной войны народа Абхазии за свободу Абхазии. 4 героям Абхазии сегодня вручил награды глава ветеранской общественной организации АРОА Тимур Гулия. Подробности у Марианы Котовой. Зауру Зарандия, Мирону Чалмас и Адамуру Отрыбу вручили медали за свободу Абхазии. Союз добровольцев Карачаево-Черкесии передал эти награды и приурочил их вручение к 29-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии. Это общественные награды от Союза добровольцев Карачаево-Черкесии под руководством Мурата Жирова. Такие медали они вручались и ранее этой организации, но сегодня тоже, которые сегодня торжественным образом, как смогли, вручили им данные медали. Союз добровольцев Карачаево-Черкесии составляют бойцы подразделения под командованием Мухаммеда Килба, которое сформировалось в самом начале войны в Пицунде. Все послевоенные годы ветераны-добровольцы отмечают День Победы, награждая кого-то из героев той войны. Он бывший военный, обладал опытом боевым, участник афганской войны. В общем, он сформировал боеспособное, сильное подразделение, которое год с лишним прослужило в армии и участвовало практически во всех операциях. И вот граждане Карачаево-Черкесии, они всю войну прошли, много раненых, немного, но погибли больше 8 человек. Есть раненые, они награждены государственными боевыми орденами. Каждая такая награда – напоминание, какой ценой досталась народу Абхазии государственность, возможность строить независимую страну. За это были отданы жизни самых бесстрашных воинов и здоровье ветеранов. Каждая такая медаль – символ будущего и способ не забывать, к какой цели шел сопротивляющийся всем обстоятельствам народ. Сегодня вот то, что эта организация соблюдает память, чтит, мы благодарны, безусловно. Каждая республика, откуда были выходцы добровольцев, они все чтят. Так заведено после окончания войн. Это братство будет дальше и продолжаться, и укреплять наше содружество между нашими братскими народами. А еще эти награды – символ дружбы и бескорыстной взаимопомощи, которую оказали добровольцы Северного Кавказа народу Абхазии. Для меня большое значение имеет, что они наши братья, что они любыми путями, правдами, неправдами перешли границу, стали рядом с нами. Дай Бог им здоровья. Огромное им спасибо. Вместе с медалями за свободу Абхазии героям вручили книгу Ивана Зарандия «Абхазия. Независимость, оплаченная кровью». Мариана Котова, Инала Гухава, Абаза ТВ. Семья погибшего добровольца Артура Киркинадзе получит 1 миллион рублей в качестве единовременной поддержки и ежемесячной выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Кроме того, единовременную помощь получат добровольцы Авицба и Адлиба, получившие ранения в ходе специальной военной операции. РУП «Абхазчай» будет ликвидирован после уплаты долгов Сбербанку, а 2 ведомственные программы Минздрава по оплате лечения граждан Абхазии и лекарственному обеспечению медучреждений получат доп. Финансирование, так как выделенные на 2022 год средства израсходованы. Подробнее о других решениях Кабинета министров Абхазии Надежда Боровикова. Кабинет министров Абхазии утвердил решение о единовременной социальной выплате в размере 500 тысяч рублей добровольцам Алясу Авицба и Нарсоу Адлиба, получившим ранения на Донбассе. Кроме того, семья погибшего Артура Киркинадзе получит 1 миллион рублей и ежемесячное пособие в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Семья Киркинадзе Артура Беслановича состоит из 4 человек. Это вдова и 3 маленьких детей, старшему всего 9 лет. Семья проживает в Семной жилплощади в городе Сухум, в новом районе. Супруга работает преподавателем в школе, то есть получает бюджетную зарплату. Семья нуждается в такой поддержке и помощи со стороны государства, и прошу вас поддержать данный проект. Ликвидировать РУП «Абхазчай» было решено еще в 2013 году. Соответствующая комиссия была создана и не может завершить свою работу до сих пор, потому что у РУПа остаются непогашенные долги перед Сбербанком. Закрыть кредит
за счет того, что им предоставят перечислены здесь по распоряжению техники. Часть техники уже у них находится, остальная это составляет 2 миллиона 92 тысячи. Кредит был в сумме 3 миллиона. У них находится еще и автомобиль, который принадлежал РУП Абхазчай. И все это вместе составляет 3 миллиона. То есть кредит будет погашен. Ликвидационная комиссия не может завершить работу. Обязательства остаются, невыполненными. Соответственно, обеспечение кредита не может быть погашено, проценты растут. Но наверное, один из немногих тех выходов, которые на сегодняшний день позволит какую-то там часть реструктуризировать, урегулировать задолженность, на мой взгляд, самое объективное. Дополнительное финансирование в размере 30 и 20 миллионов рублей в этом году получат две ведомственные программы Минздрава – лечение граждан за пределами и на территории Абхазии, а также приобретение лекарств и медизделий для медучреждений республики. Постановлением Кабинета министров Республики Абхазия 27 января 2022 года за номером 5 утверждена ведомственная целевая программа на 2022 год лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия, объем финансирования 50 миллионов рублей. В настоящее время денежные средства, предусмотренные на реализацию данной программы, израсходованы в полном объеме. Также постановлением Кабинета министров Республики Абхазия 27 января 2022 года за номером 8 утверждена ведомственная целевая программа на 2022 год «Централизованное приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения государственных медицинских учреждений Республики Абхазия». Объем финансирования 70 миллионов рублей. В настоящее время денежные средства, предусмотренные на реализацию данной программы, израсходованы в полном объеме. Объем необходимого увеличения бюджетного финансирования по целевой программе лечения граждан за пределами на территории Республики Абхазия не менее 30 миллионов рублей. По целевой программе «Централизованное приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения государственных медицинских учреждений Республики Абхазия» не менее 20 миллионов рублей. Министра по налогам и сборам Михаила Габеля ввели в комиссию по распределению гуманитарной помощи. Еще 3 представителей исполнительной власти введены в состав сертификационной комиссии. Одобрен план совместных абхазо-российских мероприятий в области статистики до 2024 года. Кроме того, решением Кабинета министров 1 гектар земли в селе Псахара Гагарского района переведен из категории сельхозназначения в земли населенных пунктов, а 23 сотки земли на Пицунском побережье предоставлены в постоянное пользование для строительства гостиницы ООО «Хомс». После того, как вопросы повестки были рассмотрены, Александр Анква попросил коллег рассказать о том, как обстоят дела в их ведомствах. Министр внутренних дел Вальтер Будба сообщил, что виновники разбойного нападения на туриста в Ткварчале задержаны, так же, как и устроивший стрельбу в Цандрипше. Министры здравоохранения и культуры рассказали об итогах рабочих визитов в Россию, а министр по налогам и сборам сообщил, что республиканский бюджет на 2022 год будет выполнен к концу сентября. Премьер-министр напомнил о том, что его поручение доносить до граждан актуальную информацию посредством выступлений на телевидении остается в силе. В частности, Александр Анква поручил министру внутренних дел разъяснить людям опасности, связанные с вождением машин с правым рулем. 70% аварий в августе этого года произошли с участием праворульных машин, подчеркнул Александр Анкваб. Надежда Боровикова, Сосрыку Агуха, Абаза ТВ. В честь 31-й годовщины создания Государственной таможенной службы Республики Абхазия в Сухуми торжественно наградили отличившихся сотрудников. Слово Астан Диотраба. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 31-й годовщиной основания таможенных органов! Ура! 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 Вольно! Вольно! В день празднования 31-й годовщины со дня образования Государственного таможенного комитета Республики Абхазия руководство страны и ведомства приняли решение отметить отличившихся в работе сотрудников наградами и грамотами. 27 сентября 1991 года по инициативе председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзенба постановлением Верховного Совета Абхазии была образована Абхазская республиканская таможня. Эта дата является точкой отсчета новейшей истории абхазского
Абхазской таможенной службы. Позднее, в 1994 году, президент Республики Абхазия подписал указ об образовании Государственного таможенного комитета Республики Абхазия, который стал центральным органом государственного управления Абхазии, осуществляющим непосредственное руководство таможенным делом в стране. Формирование и развитие таможенных органов проходило параллельно с образованием современного абхазского государства. Это было непростое время, время тяжелых испытаний и горестных утрат. Более 100 сотрудников таможенных органов приняло участие в Отечественной войне народа Абхазии в 1992-1993 годах. 21 сотрудник таможенных органов Республики Абхазия сложили голову во имя свободы Родины, а также исполняя служебный долг в тяжелые послевоенные годы. Их подвиг навсегда останется в нашей памяти и сердцах. Мы отдаем дань глубокого уважения коллегам, ныне ветеранам таможенных органов, вставшим на защиту независимости Абхазии, а затем принявшие участие в становлении таможенной службы республики. Сегодня коллектив Государственного таможенного комитета – это сплав опыта и молодой энергии. Служба в таможенных органах – это ответственная и сложная работа по защите экономической безопасности государства, создание благоприятных условий для развития экономики Абхазии, пополнение республиканского бюджета и повышение качества таможенного администрирования всегда были и остаются нашими основными приоритетами. Поздравляю вас, дорогие друзья, с праздником абхазского таможенника. Желаю вам мира, семейного благополучия, удачи и успехов в служении национальным интересам Республики Абхазия. С профессиональным праздником от имени президента Абхазии сотрудников Государственного таможенного комитета поздравил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба. От имени президента Республики Абхазия, правительства, поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем таможенника. Несомненно, таможенные органы занимают особую роль и место в обеспечении безопасности нашей страны, в частности, его экономического суверенитета. Ваш решительный настрой, высочайшая компетентность, внимательность – это и есть залог вашей профессии. Полагаю, что впереди вас ждут большие успехи. Искренне хочу пожелать вам и вашим родным, близким гармонии, успехов в служении Родины и новых достижений. В мероприятии принял участие представитель Федеральной таможенной службы Российской Федерации в Республике Абхазия Константин Козлов. Сегодня в знаменательный день я хочу от имени руководителя Федеральной таможенной службы России Владимира Ивановича Булавина поздравить вас с праздником и пожелать успехов в работе, в формировании бюджета, весомую часть, которую создаете именно вы своим трудом. Путь ваш нелегок и труд труден. Знания, которыми вы владеете и оперируете каждый день, многогранны. Желаю вам успехов на вашем поприще, здоровья вашим семьям. А если в семье все хорошо, ничто вас не отвлекает от служения Отечеству. В день празднования 31-й годовщины со дня образования Государственного таможенного комитета Республики Абхазия указом президента награждены 5 сотрудников. Ведомственными наградами 55 человек. 8 сотрудникам присвоены звания. Кроме того, 31 специалист награжден почетной грамотой. Астан Додор, Байнала Гухава, Абаза ТВ. В Центральном выставочном зале Союза художников открылась выставка работ абхазских художников «Осенняя выставка», посвященная победе в Отечественной войне народа Абхазии. В экспозицию вошли 38 работ абхазских художников. Директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсали, открывая мероприятие, отметила, что в этом году совпало открытие ежегодной осенней выставки, которую проводит Союз художников, с выставкой, посвященной Дню Победы. В экспозицию вошли работы таких художников, как Людмила Будяк, Валерия Богателя, Виссарионович
Ален Цвижба, Геннадий Барциц, Амиран Адлиба, Заур Мукба, Саида Возба и других. Выставка будет работать до середины октября. Закрытый благотворительный аукцион во имя жизни культурно-благотворительного фонда «Ашана» собрал 512 тысяч рублей. Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии директор фонда «Ашана» Мактина Джинджулия рассказала, что был открыт сбор средств в 300 тысяч рублей. Но из-за плохой собираемости было решено провести аукцион. Всего на аукционе было представлено 16 лотов, среди них кукла Асида Ахуба, картины известных абхазских художников, памятные монеты Национального банка Абхазии, ювелирные изделия, книги, выходные в курорте Пицунда для семьи. Лоты были представлены участниками аукциона безвозмездно. Печальная весть. Ушел из жизни советский и российский доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии наук, научный руководитель Института фундаментальной биологии и биотехнологии Сибирского федерального университета, член Международной академии астронавтики, профессор Абхазского государственного университета Иосиф Исаевич Гительзон. На протяжении ряда лет он читал лекции по биофизике и биотехнологии на кафедре экологии и морфологии животных в АГУ. Ректорат и профессорско-преподавательский состав университета выражают глубокие соболезнования семье, родным и близким ученого. Светлая память об Иосифе Исаевиче навсегда останется в сердцах его близких друзей, коллег, студентов. Отмечается, в частности, в траурном адресе. Спорт. В Республиканской детско-юношеской спортивной школе прошел мастер-класс четырехкратного чемпиона России, чемпиона Европы, обладателя Кубка России по баскетболу, серебряного призера чемпионата России Литвы, серебряного призера чемпионата мира по баскетболу Никиты Маргунова. В мастер-классе приняли участие около 100 юных воспитанников баскетбольных секций Абхазии и команда «Крылья Абхазии». Мастер-класс организован Федерацией баскетбола Абхазии. В завершении выпуска прогноз погоды. В среду, 28 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков. В конце дня местами возможен слабый дождь, гроза. Атмосферное давление пониженное, нестабильное. Температура воздуха ночью 14-19, днем 21-26. Температура морской воды 22. Волнение морской воды слабое, умеренное. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.